Bizge keregi çok teybe geleni orada biz yerimiz. Biz 50 tavanı şu. Максимум 20 дней. Максимум 20 дней. Но зато потом мы еще раз... Азыр эмне келдиңер, силер жок деле жашап атканбыз. Биз өзүбүз эле жазып алабыз. Бияка тийбегиле. Против народа идешь, да? Окей, за такие слова будешь отвечать? Буду отвечать. Почему вы здесь сидите, наговариваетесь на нашего имама? Анан ошо 3 күн жетпей, анан турба өрттөнүп кетти да. Мы считаем, что было саботирование работы Локмуту. Я бы даже назвал, что это диверсия. Тут необходимо было выявить всех лиц, которые были против, которые побуждали людей на эти действия. И этот верхний, восточный не трогать просто. Отдельное государство там Нет, просто. во-первых, смотрите, во-первых, это муниципальный объект. Это наш, это не ваше. Я еще раз говорю, это собственность объект. Нет, здесь же вопрос стоит. Здесь вопрос стоит. В этом они говорят, тебе зато. И определенная кучка людей, получается, мешает, не позволяет государству что-то тут предпринимать. Это прямая диверсия, на мой взгляд. Село Верхнее Восточное, входящее в состав Джано-Пахтинского аильного аймака Сокулукского района, оказалось в центре громкого конфликта вокруг проекта по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Инициатива, призванная решить многолетнюю проблему с водоснабжением, вместо ожидаемой поддержки вызвала сопротивление части сельчан. По информации местных властей, против реконструкции системы водоснабжения выступила группа из 10-15 человек. Противостояние началось после старта работ по замене водопроводных труб. Несмотря на проведенные разъяснительные встречи, достичь компромисса не удалось. Кульминацией конфликта стал поджог 3500 метров водопроводных труб, приобретенных за счет спонсорного фонда. Инцидент произошел в январе 2025 года. Ущерб по предварительным оценкам составил несколько миллионов сомов. Муниципальные власти расценивают случившееся как умышленное уничтожение имущества и попытка взорвать реализацию социального значимого проекта. Заявление по факту поджога было подано в правоохранительные органы, однако, как утверждает Вайлюк-Мэтэ, за прошедший год расследование не дало ощутимых результатов. В администрации выражает недовольство затянувшимся процессом. По словам начальника административно-хозяйственного отдела Джано-Пахтинского Айлюк-Мэтэ Бахытбека Абдрасулова, в 2024 году перед местными властями была поставлена конкретная задача в рамках утвержденного сверху плана поэтапно решить проблему обеспечения населения чистой питьевой водой. Как отметил чиновник, речь шла о системной модернизации инфраструктуры в населенных пунктах, входящих в состав Айлюк-Мэтэ. В частности, для села Верхнее Восточное был разработан проект полной реконструкции водонапорной башни и обновления всей системы водоснабжения. Предполагалось не просто заменить отдельные участки труб, а комплексно модернизировать изношенные сети, чтобы обеспечить стабильную подачу воды и избежать аварий в будущем. Спонсорлорго кайрылып, анан бир демурчу спонсор жанагы кайрымдуулук фондко кайрылдык. Макул деп өзүнүн где-то жай эмес, жаз айларында, где-то май айлары болсо керек, макулдугун берди. Бизде ушунча ушундай объемдогу материал менен камсыз кылып бере алабыз деп. Анан биз ошонун алкагында түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп немеге бардык, айылга бардык. Ошо Верхний Восточный айылына барып, элди айыл башчыга айтып, эл менен жолугабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз деп айыл башы менен сүйлөштүк. Элге кулактандыруу бердик. Кулактандыруу берсек эл чыкпай койду. Биринчи барган күнү эл чыкпай койду. Анан мен голосовой ошол жактан бир жаран келди, суучусу экен, аты Муктар. Ошол кишинин телефонун алып, бир 4 мүнөттүк голосовой орус тилинде түшүндүрмө бердим. Система кандай болот, эмне себептен кылып атабыз, жалпы түшүндүрмө бердим. Когда представители Айлюк-Мэтэ во второй раз прибыли в село Верхневосточное для проведения разъяснительной встречи, их визит был встречен крайне негативно. Часть жителей выразила открытое недовольство и выступила против продолжения работ. При этом, как подчеркивает местная администрация, речь шла о муниципальном объекте, находящемся на балансе Айлюк-Мэтэ, что давало властям законные основания для проведения ремонтно-восстановительных работ. Андан кийин эле көп өтпөй, бир жуманын ар жак бери жана глава менен совместно чогулуш дагы повторно элге толук маалымат берели деп бардык. Барсак, бизди аябай негатив менен кабыл алышты. Силер 30 жылдан бери бул жакка келген эмессиңер, азыр эмне келдиңер, силер жок деле жашап атканбыз, биз өзүбүз эле жазып алабыз, бияка тийбегиле.
силердин кыскасы ошого окшогон бир мындай маңызы жок сөздөрдү сүйлөп башташты. Биз ага карабастан түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, түшүндүргөнгө аракет кылдык. Ошол түшүндүрүү иштерин биз где-то бир 7-8 ай жүргүздүк. 7-8 айдай түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Однако процесс модернизации сопровождался сопротивлением. Небольшая группа граждан активно препятствовала работам. Люди блокировали проезд техники к объекту, не допускали подрядчиков на территорию и требовали приостановить реконструкцию. Более того, на месте был организован стихийный митинг. Ошол жерде иштер жүрүп атканда ошол жарандар келип эле тоскоолдук кылып туруп алышты. Биринчи техникаларыбыз тартып келгенде техникаларыбызды киргизбей митинг кылышты. Биздин жергиликтүү милициялар менен барып аларды неме кылып техникаларын водозабордун ичине киргизип, сыртта пока иш кылбайбыз, только ичинде иш кылып турабыз. Силерге толук информация жеткенче деп ичинде иш кылдык. Кылган ишибиздин баарын браковать этип эле бул жери туура эмес, бул жери туура деп, алардын айткан замечаларын баарын оңдоп, түздөп, аракет кылып жүрдүк. Ошентип атып күз келди. Вода проблем нету. И ничего не будет. Все разломаете и уйдете. Прошу, не мешайте. Мешать. Народ не даст, я тебе Не сразу. мешайте. Сейчас народ видит. Посмотрим. Посмотрим, Не мешайте. да. Не Выходите. За территорию. Вот здесь тоже. Народ Вы будет сейчас выходить. Что, народа не слушаешься, что ли? Против народа идешь, да? Где ты видел врага народа? Я врага народа не говорю. Народ против народа почему идти? Народ же против. Ты кто такой в этом, чтобы Я такое мне говорить? здесь жилец, в селе живу. Ну если живешь, иди и живи. Я Что ты, живу тебе здесь. мешаешь, что ли? Я воду Зачем надо- такие вещи говорить? Я не хочу нашу воду трогать, что ли. Там вода- Это не твоя вода, Вася. Это не твоя вода. Общая вода. Это общая вода, правильно? народа, да. Это земля государства. Муниципальная собственность. Вашему собственному, на территории никто вам не лезет. Идите, живите. Вы кто такие, что у препятствовать нас- государственному У проекту, а? нас вода есть. Не надо воду трогать. Нет воду, то ставь. Зачем? Кто вашу воду трогает? Мы трубы только будем менять. Надо- Байке, не вообще надо не трубы, понимаете. трубы не надо Давай, менять. выходите. Там Выходите. трубы и так Сейчас есть. милицию позову, Байке. Позовите. Потом плохо будет. Байке, Счетчик поставь, будешь говорить? если Я ваша имею право это, да? частная скважина ваша, собственная. Вот это тоже частный был. Вот перевели его. Вот перевели, и этот скандал начал. Карл Мне Маркс что ли отдали? И я что ли это делал? Ну, я по бумаге работаю. заблудились, вот это, ошиблись люди, вот это, на Аксакале написано было, вот, сделали это специально, обманщики, аферисты, там перевели на аэроплоту, и это все началось. Когда начало оформлено был, электричество дороже было, чтобы меньше электричества стало, и деген жоқ ешкім. Мен айтады, машина içinde ремонт болса қылғыла, ama köçeni sevmeyle dedik da. A köçege kaçan geldiniz siz? İlk cuma oldu da. Oşağa çıktık biz. Başın içinde işlegeningizde, rezervuar kılavuz ubu degeningizde hiç kim kelip kılba istegen жоқ. Мындай болгондо сизди мен азыр көрүп атам. Буга чейин биз башында эле эч вода башына келе элек деле биз 2-3 ирет келип түшүндүрүү иштерин жүргүздүк да. Жүргүзгөндө биринчиден эл чогулган жок, 3-4 киши. Анан кийин эле биз вода башняга баштаганда аксакалдар баш болуп келип эле каршылык көргөзсүлөр. Бизде видео фиксациялар бар. Иштетпей, анан ар бир ишти браковать этип эле тиги жасалса деле тиги туура эмес. Анан ошонун оңдошунун аркасынан канчалап жүрдүк. Ошентип чойлду да, биз кастырбайбыз, биз жол бербейбиз. Деп ошентип биздин үстүнөн канча жерге кайрылдыңар, туурабы? Siz dediniz, Prokuraturага жаздыңар. başını için municipalne ödek dediniz. Meyil, anda biz yok iş neresi diye alayız. Ama köçeni teveyle dök kettik. Başının içinde kança? 3 ay işlediniz ama arada onu kılavuz bunu kılavuz. İşteki falan yok. Rezervuar kılavuz dediniz. Şu kafelik kileminen şundan yana kılıp çıktınız da böyle. Kança süre çıkarttı yaptın? Мен ал жерде эчтеке кылбады деп айткандан алысмын. Сиз жаңыласыз. Ал жерде аябай чоң объем жумуш жүрдү. Резервуар буга чейин ичинде мусор толгон. Малдын өлүгү жаткан резервуар беле ошонун баарын порядокко келтирип, тазалап, анан ичинен 3 слой. Мен өзүм кылган жокмун, эми подрядчиктердин немеси боюнча 3 слой. Жанагындай гидроизоляция беришти. Ошого кирген чыккан эми аны подрядчиктен сураш керек. Ошо гидроизоляция, эми ошо бир
После того, как открытое противостояние не принесли желаемого результата, инициативная группа из 10-15 человек изменила тактику. По информации представителя Айлук Мөтө, отдельные участки начали направлять обращения и заявления в различные правоохранительные надзорные органы с жалобами на действия местной администрации. Айлук Мөтө расценивает такие шаги как попытку оказать давление и приостановить реализацию проекта по реконструкции системы водоснабжения. Есть определенная группа людей, которые целенаправленно делает препятствия для Айлук Мөтө, для того, чтобы они реализовывали свои проекты, поставленные задачи государством на данном участке работы. Мы не побоимся назвать этих людей. Дело в том, что они неоднократно переворачивали всю эту ситуацию, наоборот, даже используя другие инструменты, как жалобы, даже поджог, стали переворачивать и навешивать этот поджог на сотрудников Айлук Мөтө, а также фонда. Якобы они занимаются тем самым, какими-то укрытием. То есть какой-то несли бред для того, чтобы прикрыть свою, так называемую преступную деятельность. Это напрямую связано с тем, что это, я бы даже назвал, диверсией в отношении государства, целого государства. Дело в том, что не дали работать и реализовать проект Айлук Мөтө. Так как предыдущие попытки давления не дали результата, инициаторы конфликта перешли к новой тактике. Группа людей во главе с Магомедом Гаджиевичем вышла на спонсора и потребовала по телефону, чтобы он отказался от спонсирования и расторг договор с Айлук Мөтө. Позднее состоялась встреча со спонсором в селе Верхневосточное. На нее пришли несколько человек, которые, по их собственными словами, считали себя хозяевами муниципального объекта. Встречу также посетил местный имам села Ахмед Магомедосаидов. Во время переговоров они настаивали, чтобы спонсор полностью прекратил финансирование проекта и разорвал договор с Айлук Мөтө. В свою очередь спонсор отказал группе жителей и имаму в их просьбе. Он подтвердил свое намерение продолжать финансирование реконструкции муниципального объекта и соблюдать договор с Айлук Мөтө, несмотря на давление и угрозы со стороны части жителей. Есть определенная группа людей, я бы назвал это кучкой людей, которые просто будоражит народ и делает все, что им вздумается. И прикрываясь это своими действиями, именно прикрываясь тем, что это воля всего общества. Но на самом деле это руководят определенный маленький круг, выдавая, что за ними есть воля всего общества и всего народа. Мы хотели бы о них чуть-чуть остановиться и подробно рассказать. Для того, чтобы списать денег арабские. Я не знаю, как фонд. Да. Самое главное, они нам покупают трубу. Покупают нам кольца, покупают нам задвижки, покупают нам флянцы, покупают нам пожарные гидранты. Работу, я еще раз говорю, работу производим мы. Вот. Нам это не устраивает народ. Теперь. Устраивать, не устраивать мы будем делать. Не будем садиться возле экскаватора и пускай через нас копают. Без проблем. Ну вот арабы делают. Я тебе еще один момент скажу. Вот у меня вот ферма Нижнечуйский, где Магарам вот там. Нижнечуйская Айлук Мөтө. Приехал араб, я говорю, вам линия сделаю, бочку поменяю, все поменяю, то ты сделай, это сделай. Вот для интерес поехали туда. Этот приехал туда, вот когда приехал с такой бородой, чалма, все. Я думал, хороший человек. Половина делов не сделал, половина. Поехали. Потом вот этот, кто вот это выдавал, вот бумаги, вот Али есть там, где готовился. И вот тоже, короче, затоптали ушли. Половина делов. Вот сейчас копают дальний момент. Там утечка, там утечка, там утечка. Вот у них вот это, когда ему сказали, бочку хотя бы соединить, это вас что хотите делать, у вас здесь оказывается много, что вот так сделали, уехали. Наполовину бросили все, даже щиток не поставили элементарно. Вот, видите, вы правильно говорите. В чем эта проблема? Кто съел? Скажите спеши. Я откуда знаю, кто вот, съел? Нет, Я же этом хостеле сидел. Вы же говорите, что Али делает. А здесь, вот, например, мы берем обязательства на себя. Вот поэтому фонду мы тоже так и сказали. Нам не нужны никакие подрядчики, нам не нужны никакие эти.
Почему ты весь именно сюда уперся? Вот Челпон, честно сказать, полгода уже платят, без воды сидят. Почему ты там что-то не делаешь, а сюда приехал, уперлись вот туда? Уважаемые, Срочно надо. Ну там же скважина бьют каждый баке, но Челпон какая проблема? Уже 3 года с проблемами он ходит. По северной что сделали, где этот живет? Что вы там добили что-нибудь, там сделали что-нибудь? Взяли просто шланг закинули, закрыли, ушли. Вот арабы тебе. Что? В Джангиджере в центре воды нету. Почему? Сделайте башни там, сделайте воду, вытащите народу. Если почему в центре нету воды? Нету, жалуются, которые знакомые. Там есть, они говорят, воды нету днем вообще. Воды нет, когда света нету. Я вам еще раз говорю, Джангиджер полностью будет замена проводиться. Да. Согласно проекта. На сегодняшний день сейчас Чолпон идет. Да, народ там есть, возмущается. В чем? Возмущается. Ну и работа подрядчика идет очень хорошо и замечательно идет. Это мое мнение. Это мое мнение. Ничего хорошего мы не видим там. И здесь тоже не будет. И будет здесь. Не и будет. там будет, и здесь. Вы, кто кому надо заработает, уйдет. Всего Все. лишь метр откопали. Я видел там все каналы смотрел. Зимой это обязательно замерзнет. Если копать, надо сами мало. Там метр копали, ну ты уже Я знаю, я там живу по этим улицам. В то время я не работал. Я вот 3-й месяц как приступил к должности. Мы сейчас, почему сейчас к вам придем, когда у нас копали, вот, я вот на своем примере скажу, когда у нас копали там, вот этот, который вы говорите, метр там 80, с народом никто не разговаривал. Пришли, копали, и вот такая проблема. А оттуда кто-нибудь сейчас соединил? Да, там люди... Да никто там не соединил, там метр, зимой замерз. Я там живу. Да, вот неделю как воду пустили, Там говорят, в некоторых местах, где вот глина засыпали, камень попал, она, короче, надавила шланг. До того мягкий шланг там. Это ради народа делается, да? Не тогда народ против, оставьте тогда. Если это ради народа делается. Не оставлю. Вы запомните одно, я еще раз говорю. Я не знаю, сколько я просижу. Но придет правоприменник, который через 50 лет, через 30 лет придет, он будет говорить рахмат и вам, и мне будет говорить, потому что на сегодняшний день... За то, что вы счетчики поставили, что вы пьете, и ваши дети пьют, и ваши внуки пьют. Сейчас тоже Если пьем. скважину делали бы, сказали бы вам в рахмат, вы не хотите скважину делать. Скважина? Да. Почему? Скважина будет делать? Вода нет, вы хотите алик делать. Отдельно там можно сделать. Сделайте новые скважины, там присоедините этих ваших счетчиков. Где вы сделали? Вы старых оставьте, новые сделайте, а там поставьте. Счетчики везде будут. Еще один момент. Вы антинародные люди. Вы Вон там на антинародные. старой башне была. Вы вот против возле народа Медведей, думаете, старой как башни. хотите. Да? Профессор приехал, его принес просто бочку, хотите- все соединил. Гора воды здесь не добавил. Это твое мнение. По той улице. Вы слуга народа, правильно? Вот, Народ не послушайте. Почему не хотят? Народ много чего не хотят. Налог довольны. Ну, например, налог. Мы довольны. Вам какая разница? Ваша Вам труба земля будет. почта, Это ваш, вы будете, ваши дети будут пить. Вот это Если не хочет, скважина, то не вот сделает, эта скважина. да? Налог, если не хочет Как платить, я, что, не будешь специалист, платить? налог это Например. Такой законник ты, Она да? будет не Ты заканчиваться. такой законник, да? У нас же, у вас же сейчас Тоже дом на работает поле насос, построен, да. и прямо туда. Но это закон. Это закон. Тонник бочка. Я тоже имею право на поле построить. Построй. Что это проект? Построй, если сможешь, а сможешь, да, построй. Вот ты, ну, получается, это ты сможешь и делаешь, да, так Да, получается. да. Ну вот этот проект, который сейчас сказали, Вы все против народа идете. Проект есть, там Бахтей, финансы есть. Нам не Там нужны, вы делается не работа. нужны. вот это телефон, например, да? Нам, у нас 5 лет, я знаю, свыше, у нас это указ всё есть, организовывать всё. нам. Нет у вас указа. 5 лет. У вас есть указ, Ничего там зарабатывали. не Я тебе организовывать. критику Ладно. Я сейчас могу... Это видно, Это там ваше никто мнение, вот Вадим. кто организует. Все требования со стороны группы жителей потерпели крах. После этого Лёкмөтө приступили к разработке траншеи для прокладки новой водопроводной линии. В этот период группа людей организовала встречу с тогдашним заместителем акима Сокулукского района Расулом Сыдыковым. В ходе встречи они добились приостановки работ на объекте. После этого группа предложила Лёкмөтө отказаться от спонсора, заявив, что сами готовы финансировать проект. Все, Не вопрос. Сүйлөштүк бак сакалдар. Затем, чтобы вот эту водонапорную башню и этот верхний, восточный не трогать просто. Отдельное государство там Нет, просто. во-первых, смотрите, во-первых, это муниципальный объект. Это наш, это не ваше. Я еще раз говорю, это собственность объекта. То, что здесь будут вестись работы, делаться будут, это мы несем ответственность. На сегодняшний день мы полностью сейчас освободили, правильно? Мы сейчас... Это для народа же построили. Нет, Правильно? сейчас Не договорил. Кадырбекович, вот так.
Это, Бадырбекович, вот этот, любая водонапорная башня, да, в Байке тоже проникает. Был водонапорная башня, стратегический объект. Он хочешь, не хочешь, он государственный должен быть. Туралы, ертең деятельность, заражение, кто-то нести будет ответственность, нести здесь в ответственность в лице главы вы будете. Здесь охрану поставьте, камеры поставьте, чистоту. Вот. А это для чего строилась водонапорная башня? Почему мы сейчас хотим новую водонапорную башню? Чтобы эти жители бесперебойно пили доступную чистую воду. Здесь же вопрос сейчас стоит. Здесь вопрос сейчас стоит. В этом они говорят, тебе даты. Сейчас тебе мес. Тебе даты что ли? Нет. Почему тебе, сэр? Мен ошону айтам, бул жеке бизге айыл өкмөттүн жеке менчиги. Когда здесь работали, никто не помешал же. 7 месяцев вы работали. Сейчас говорите, здесь проекты уже, вот забор нет. Вы тоже говорите, вот фонд тоже говорит так. Тогда 7 месяцев, вот они говорят, вот это проекты не было, говорят, вот это водозаборная башня. Сейчас вот Айлокмату, сам тоже говорит, и фонд тоже так говорит сейчас. 7 месяцев почему работали здесь тогда, если проекты нет здесь? Целые 7 месяцев, там воду нехватка была, проблема была там. Во-первых, у вас работала только одна скважина, да? Одна скважина. Можно слово? Во-вторых, То, что в прошлое, давайте на это не будем трогать. Все, что сделали, уже все в прошлое. Вот то, что вы сейчас в данное время договариваетесь, то, что делать, давайте вот это все по протоколу, все начнете делать, и там участок тоже дайте, и там строят люди, как по протоколу, все по письменно. Ну давайте тогда вот так вот, сейчас здесь вот конкретно. Прошлое, короче, да, Я участок в течение где-то 14 дней мы участок сделаем. Вы деньги в течение 14 дней соберете на скважину? В ответ администрация потребовала гарантии выполнения обязательств, на что представители группы ответили, что поговорят со старшим и дадут окончательный ответ в понедельник. Однако они перешли к откровенной диверсии. Умышленно подожгли 3500 метров водопроводных труб, закупленных за счет спонсоров для реализации проекта. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января 2025 года, причинив значительный материальный ущерб и фактически сорвав работы по модернизации водопроводной системы. Шалак могу жерде турганда жыйылып кыйналып. Күн убакыт бергиле деди, биз эл менен сүйлөшөлү да, биз чогултуп келебиз деди. Анан биз ошол 3 күн ичинде биз жерди да бергенге макул болдук, алар акчасын чогултуп келип ошол менен тарадык. Анан ошо 3 күн жетпей, анан труба өрттөнүп кетти да. Белгисиз адамдар тараптан түндө саат 2-2:30 чамаларында бирөөлөр келип өрт коюп, атайын бул атайын задуманный болгон, потому что ал жерде сүрөттөр дагы бар, ошо атайын покрышка алып келген, отун алып келген, анан узун кылып труба менен көп объемдо труба да узундан жаткан, ошого 3 жерине коюп туруп, 3 жерден өрт чыгарган түндө саат 2-2:30 Эртеси күнү саат 10-9-10дордо мага айыл башчы чалды, ушундай факты катталды түндө трубалар өрттөндү деп. Анан биз милицияга жаздык. Милицияга жазганда милициянын оперативниктери келип ошол жерден видео камера бар болчу, видео камеранын флешкасын алып кетти. Кыскасы өздөрүнүн ишин жасап кетти, показанияларды алды. Андан кийин эле эч кандай жыйынтык чыкпады. Эми ал жерде, бул жерде бир 4-5 фигурант бар. Ошо башынан этегине чейин каршылык көргөзүп жүргөн. А калган калың эл мындай жалпысынан мындай для массовки эле болуп атты да. Ошол жерде бир 4 аты жөндөрү бар, анын бүт эле аттары Магомед менен башталат. Анан там Гаджиев Магомед деген бар болчу. Ошого окшогон биз ошо адамдардын аты жөнүн аныктап бүт тергөө органдарына бергенбиз. Андан мурун да кайрылганбыз, ушу жарандар бизге ушундай тоскоолдук жарап атат, чара көрүп бергиле, жардам бергиле деген ойлор менен. Бирок этегинде жыйынтык чыккан жок, трубабыз өрттөлдү. Анан
ушул күнгө чейин чечилбей келет. Адвокат Нурлан Токталиев квалифицирует действия группы местных жителей как саботаж и диверсию. По его мнению, умышленное препятствие работе Айлук Мөттү по реализации проекта обеспечения села чистой водой носит преднамеренный характер и представляет собой угрозу для социально значимой инфраструктуры. Такой шаг, по словам защитника, требует правовой оценки и соответствующего реагирования со стороны правоохранительных органов. В настоящее время мы сейчас находимся на объекте Айлук Мөттү, где были сожжены трубы. Дело в том, что мы считаем, что было саботирование работы Айлук Мөттү. Я бы даже назвал, что это диверсия, поскольку была прервана работа Айлук Мөттү по реализации проекта чистой воды. То есть они заменяли старые трубы на новые трубы, но была группа жителей села, которые противились тому, чтобы Айлук Мөттү выполнял свою прямую работу и обязанность перед гражданами. Мотивы нам неизвестны. Почему? Потому что толком ничего объяснить они не могли. Наоборот, делали нападки на руководство Айлук Мөттү с целью остановить этот данный проект, который возложен был государством по реализации доступа к чистой воды. Поджог труб произошел на муниципальной земле, находящейся в ведении Айлук Мөттү. Несмотря на то, что по факту инцидента было подано заявление Сокулукской РОВД, на протяжении года расследование не дало ощутимых результатов. После поджога было направлено заявление в РОВД. Но на протяжении, мы как уже видим, на протяжении года никаких не предпринимаются мер для выявления тех людей, которые не просто подожгли эти трубы, а те, кто направлял, подстрекал на поджог. Дело в том, что Айлук Мөттү до сих пор достоверно известно, кто это был. Как они своими действиями направляли людей и побуждали людей на противоправные действия. Я считаю, что тут прямая была заинтересованность того, чтобы показать, что здесь власть не Айлук Мөттү, а они, которые могут диктовать условия Айлук Мөттү. Почему я так говорю? Потому что отдельная группа лиц обратилась в Айлук Мөттү с требованием разорвать контракт по поставке новых труб. Обещали, что они сами заплатят эти деньги. Но, получается, в итоге они ничего не сделали. Нашли более простой способ, чтобы привлечь к себе внимание и чтобы с ними считались. Просто взяли, подожгли трубы для того, чтобы Айлук Мөттү не смог реализовать свой проект. Не смог реализовать задачу, поставленную государством. По словам защитника, необходимо проводить достаточно разъяснительную работу среди местного населения. В противном случае подобные действия могут перерасти в серьезную проблему в ближайшем будущем. Дело в том, что на сегодняшний день почему-то следственные органы рассматривают именно в том контексте, что это был поджог. Но на самом деле я считаю, что это лежит намного глубже. Тут необходимо было выявить всех лиц, которые были против, которые побуждали людей на эти действия, преграждали техники проводить работы. Считаю, что тут необходима скрупулезная работа над гражданами. Почему? Потому что в дальнейшем это может даже перейти на более серьезную угрозу. И это оставлять без внимания невозможно, нельзя. Почему? Потому что, как так допустили то, что государство решает какие-то определенные задачи для населения. И определенная кучка людей, получается, мешает, не позволяет государству что-то тут предпринимать. Это прямая диверсия, на мой взгляд. По словам местной администрации, группа, выражающая недовольствие, пыталась донести свою позицию не только через прямое противостояние на объекте, но и через обращение в государственный телеканал ЛТР, где они пытались публично представить свою версию событий. Ситуация в селе Верхневосточная демонстрирует признаки явной диверсии со стороны небольшой группы жителей. Эти люди открыто угрожают, а затем организуют поджоги муниципального имущества, при этом продолжают свободно передвигаться по улицам без каких-либо ограничений.
Мы обратились за интервью к представителям второй стороны, однако они избегали общения с журналистами и не хотели давать комментарии. В конечном итоге один из них связался с нами по телефону и высказался по поводу произошедшей ситуации. Просто хотели бы узнать, вот, как вообще вокруг этого дела идут. Ну, дела какие там дела сейчас? Какие дела там сейчас? Что там, на Сейчас вот на какой стадии там? А вы водокачки посмотрели? Да, посмотрел там вот. В каком состоянии она стоит? Вы видели? Вы сняли хоть что-нибудь там? Там никто даже не было. Если мы хотели вот у людей спросить, никто не вышел. Вот, ну там людей нету. Видишь, они камеры поставили, только Айлокмат контролирует его. Там же людей не пускается туда. И в таком какое состояние она была? Вообще невозможно туда зайти. Это вот это все айлокматские подрядчики, вот так они испортили вот это. Зачем вот так оставить, я не знаю. Я бы тоже хотел, чтобы его восстановили. Ну, они говорят, что вот они хотят просто там сделать все, отремонтировать, трубы поменять. Они, оказывается, до этого предлагали вам, чтобы вы там на свои средства сделали, но почему-то ничего не было сделано. Ну, там, я не знаю, вот это подрядчики, они очень хладно относились к этому делу, они. Почему? Потому что когда мы, комиссия туда выезжали, Айлокмат был там, их старости наши был, и все мы поехали комиссия туда. Они прямой соединили водобашни, насос, прямо вот система соединили. Днем вода не было народу, а вечером давление такое большое давление давали, и у кого-то краники изрывались, и вот такие проблемы сделали. Это тоже халатность этого подрядчика. Так же нельзя же прямой соединить, через бочку надо соединяться. Мы это когда говорили, я ему вот это претензии сказал, они на меня тоже недовольны были, это подрядчики. И те люди, которые вот трубы, там поджог труб, по этому поводу, вот как вы думаете, кто там повинен? Вот в Айлокмату говорят, что там кучка людей, это 3-4 человека, которые вот именно будоражат вот, и население, там поднимают, а вот сами многие, большинство жителей, они как бы в непонимании находятся. Честно говоря, делят друг друга, они показывают. Может, я не знаю, кто это сделал. Они на Айлокмату говорят, Айлокмат на них говорят. Я не знаю в середине, как найти у них. Кто это поджег. Действительно, который посадил человек, я знаю, он не поджег. Он не поджигатель. Он может где-нибудь выступать, кричать, но поджигать у него вот такой не был. Никогда он не поджег был. А теперь он за других он сидит. Поджигатель, не знаю, на кого палец показать. Это пускай следствие найдет, пускай ищут, они ищут. Сколько раз мы говорили, пусть найдет и накажет. Там они, акимят приехали, и наша голова там был, они все на мирным путем хотели решить этот вопрос. Шланга поставить, там новые скважины бурить. Они договорились, через 4 дня и шланга поджег. Не знаю, кто это могут, такой смелый там поджигатель. Там еще камера стоит. Почему такой дорогой камера стоит, и никаких записей нету? Почему именно эта камера, вот так она ничего не записывает? А туда, в эту камеру, только доступ айлокматский, там милиция и Айлокмат, туда у них доступ был, в эту камеру. Они через их телефон соединенный был. А так, тут день или отключили, или почему она никакой запись не сделала, я не знаю.
Я тоже им говорю, почему камера ничего не фиксирует? Почему камера не проверяет? Ну, не знаю, тот день не работала камера. Это как может так? Вот это тоже у них есть. Сейчас как она работает, вот водозабор сам? Там народ вот там, ну тогда они вот так и сделали, и работает, он только на это село хватает вода пока. Вода хватает. Ну там они большой насос поставили. Говорят, народ сейчас тоже жалуется, что там половина времени воздух сосет, половина время работает. Вот так говорят. Ну, это пусть Айлокмат посмотрит, проверяет. Они должны это проверить. Раз их балансы находятся, они должны их проверить. Ну, никого нету там сейчас. Все, спасибо большое. Хорошо, тогда мы тогда с вами свяжемся еще. Давайте. В связи с этим редакция обращается к министру МВД ГКНБ с призывом обратить внимание на происходящее и принять меры по обеспечению безопасности и законности. Редакция продолжит следить за развитием событий и подробно информировать о всех новых фактах.